две вещи. Во-первых, вот мы с вами, особенно вот вы, Руслан, оба Руслана, вы все-таки граждане России. У вас больше информации, наверное, информация. К нам поступает информация, скорее всего, из таджиков, таджикской диаспоры, а к вам поступает информация из тех людей, которые в системе работают. А хотим того или нет, татар, башкиров, там, чеченцев, дагестанцев в системе работает больше, чем таджики. Там есть таджики, я знаю, граждане России, они работают, но их количество не так много, как выходцы из Кавказа. Поэтому у вас больше информации, пожалуйста, вот организуя такие эфиры, донесите эту информацию, эту аналитику ко всем выходцам из Кавказа, Центральной Азии, чтобы люди были готовы, чтобы люди были защищены от провокации. Мы, в свою очередь, конечно, если любая информация, которая доходит до нас, мы по своим внутренним каналам через лидеры диаспор, общественных организаций, духовных лидеров, конечно, мы передаем и получаем обратную информацию тоже. Но ситуация, в отличие от других народов, ситуация таджиков настолько сложна, что они, просто, как я уже сказал, что не имеют уже возможность, покидая Россию, зная, что сегодняшняя Россия – это уже не та страна, где можно жить, работать как человек, все это понимают, но таджикам больше некуда ехать. Таджики едут в Россию от безысходности. Если везде закрыта им дорога благодаря политике Рахмона, вот все страны начинают уже закрываться перед таджиками, они вынуждены оставаться или в России в такой сложной ситуации, или возвращаться домой в Таджикистан, там, где нет ни работы, ни света, ни перспективы, ни будущего. Но все-таки мой совет, как ваш брат, ваш земляк, если у кого-то нет особых причин, его фамилия нет в списках, они должны переждать, переждать эту сложную ситуацию лучше в Таджикистане, чем оставаться в России. Потому что в России таджикские мигранты, они не защищены. Ни перед милиционерами, ни перед сотрудниками миграционных служб, ни перед этими различными дружинниками, различными так называемыми общественными организациями, которые, по сути, являются бандитами. Они растут каждый день, как грибы после дождя, с учетом этой ситуации. И поэтому многие, которые привыкли жить в России, я понимаю, у них там дети родились, выросли, ходят в школу. Люди в возрасте после 40-50 лет, им сложно менять место жительства. Это не молодой человек, который взял свой рюкзак и поехал куда угодно. Я по своему опыту знаю. Но когда речь идет о достоинстве человека, о будущем не только собственной жизни, но и жизни детей, надо принимать иногда сложные решения и оставить эту страну, которая сейчас, она просто непригодна для жизни, для человеческой жизни. Даже для русских, не говорю уж о мигрантах. Поэтому мой совет таджикам, если есть возможность, возвращаться домой, переждать этот сложный период дома, а там посмотрим, что будет.